на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными. Вы не перестаете восхищаться чудесами нашей природы, в которых оживают легенды и предания? Вы готовы посетить эти прекрасные места нашей республики самостоятельно или же с командой следопыта? Так вот, друзья, я вам предлагаю это делать вместе с нами. Почему? Потому что мы вам не только расскажем про эти места, но и покажем, как их посещать безопасно для жизни. Здравствуйте! Сегодня мы вновь находимся в Кугарчинском районе нашей республики, друзья. У нашего друга, большого друга программы «Следопыт», председателя благотворительного фонда имени Кинзи Арсланова, директора туристической фирмы «Юлбарс» Марс Хабибуловича Юлбарисова. Ты обещал зимой, что приезжайте летом. Куда в этот раз? Влад, зимой мы прошли с тобой по Юмагузинскому водохранилищу, от деревни Верхняя Беккузина, вверх по течению до Старосубхангулова. Вы это помните, друзья? Они видели, наши телезрители. Это был один маршрут. Так. Второй был маршрут от туристической базы «Башкирская деревня» на Нугуш. Где мы сейчас находимся, Да. база «Туристическая деревня». Запоминайте, друзья, сюда приедете потом отдыхать, да ведь? К такому гостеприимному хозяину. На Нугуш, и мы доехали до водопада Куперля. Помните тоже, друзья. Так, Сегодня, а в этот раз? Сегодня на конный маршрут. У нас их много, но сегодня вот на Нугушское водохранилище. Марс Юлбарисов, председатель благотворительного фонда имени Кинзи Арсланова, директор ООО «Туристическая фирма Юлбарс». Буквально вчера ко мне на базу заехали группа туристов. Германия, Австрия. Здорово. Вот. Они у меня заночевали. Так это получается что? Что туризм-то развивается? Развиваются. То Есть. мы и к ним ездили, да? Теперь они к нам. они к нам. Интерес проявляют. Здорово. Так, К Республике приехали. Башкортостан. Приехали, разместились в экологически чистых домах. Позавтракали они плотненько с утра. В ресторане? В ресторане. Ресторан размещает 200 человек. 200. 200. Свадьбы, торжества, юбилеи. Все можно легко, проводить. да. Хорошо. Позавтракали и на Нугуш. То есть они уже уехали? Они уже уехали. Ты хочешь сказать, что мы опоздали? Чуть-чуть разминулись. Пока их будут обучать азам верховой езды. Мы догоним? Вы их догоните? Успеем, да? Конечно. Те гости, которые приезжают в национальный парк, они должны перед конным пешим маршрутом научиться, потому что люди еще никогда не сидели верхом на лошади. И вот сейчас вот туристы из Германии и Австрии проходят ликбез. Ликбез, видите? Давайте спросим, как ощущения у них. Как вас зовут? What's your name? My name is Leonora. Леонора, вы первый раз пытаетесь сесть на седло? It's my first time on a horse. First time. Ну, пробуйте, пробуйте. Can I try? Okay.
Для того, чтобы лошадь остановить, повод на себя тянет. Вот так. What does it say? Потом на себя тянет. Gently. Если в эту сторону поворачиваете, немножко отпускаете, эту подтянули повод, да? И с той стороны шейки делаете. Да. Ну что, Элеонора, держишься? Окей? Что, пошли? Что ты меня толкаешь? Сейчас вон девушку нашу повезешь. Айда, пойдем попробуем. Ну, первые шаги. Айда. Чек. Все. Отлично. Вот таким образом, друзья, значит, наши гости уже практически научились. Научился? Учиться нет. Нет еще? Еще боишься скакать? Все хорошо, да? А, хорошо уже. Кто еще поедет? Кто еще поедет, друзья? Да. Садись сюда. Вот. Вот так? Ну, давай. Если поворачиваешь налево, налево, да. Вот он нагируешь, ногой вот так. Понял, да? Право той ногой. Для того, чтобы прямо пойти, прямо. Обоими ногами сразу. Both, и лево, и право. Да. Вот. И повод опускай. Повод немножко отпускай, вот так вот. Вот так вот. Понял, да? И как он стопира? Окей. Лиль, ну ты, конечно, так махом села, слушай, а я что буду делать? Я на лошади всего раз в жизни катался. Надо будет тоже научиться. А где моя? Рафаэль, которая моя лошадь? Вот. Ох, друзья, я тоже не знаю, как я буду на нем сидеть. Нормально. Да? Спокойная лошадь? Да. Это лошадь или конь? Жеребчик. Жеребчик. Кидываете ногу, и вы уже сели. Я как заправский прямо всадник. Ноги это стремя, сделал. не засовывай так. Вот. Не-не-не, вот так, все. Дальше? Ну, дальше я так более-менее умею, если он не понесет. Друзья, я вам хочу представить человека, который очень хорошо ездит на лошади. Это заместитель директора Национального парка Башкирия по научной работе Лилия Султангареева. Лиль, вот вы ведете туристов по маршруту на лошадях, да ведь? Да. Мы сейчас куда направляемся? Мы идем на вершину горы Таллы. Таллы, ага. Святая, священная и очень известная, любимая людьми гора. Здесь проходили Курултаи, Йеены, как мы говорим раньше. Вот наших этих древних родов башкирских, да? Какие-либо хор-Игандар, как называют у нас хор. И до сих пор на этой горе продолжаются такие же Йеены. Ежегодно. Эта гора также служила как сторожевой. Является продолжением огромного хребта Баш-Алатау. Баш-Алатау. Гора Таллы, по-другому еще Алатау называется. Вот я вижу, вот хребет вот лежит, да? Это Баш-Алатау, да? Он и есть. Именно. Мы сейчас туда Баш-Алатау. подъедем и посмотрим. Да, обязательно. Хорошо. Наши туристы, наверное, дошли уже, пока мы тут Да, скорее разговаривали. всего. Здорово. Так, вот туда. Здорово. Вид какой. Ну что, друзья, как впечатление? Das Reiten war wunderschön und das ist super. Das ist super. Лошадь как? Не понесла? No. Ничего? I was good. I was very good. Хорошо, прекрасно. Это башкирская порода лошадей. Они спокойны и специально предназначены для этих целей, вот, для маршрута. Хорошо ходит в лесу. Еще раз приедете сюда, нет? Yes, I will try. Друзей привезете своих? Yes. Yes? It's beautiful because my friends like to raft and like to canoe, to do canoeing. So we
can do this here. And horse riding. Хорошо, мы договариваемся, что на будущий год в июне на этом месте встречаемся на лошадях. Договорились? Okay, in June 2017. Хорошо, In окей. June 2017. В 17 году. 17. Все, в июне созваниваемся и ждем здесь. У меня свидетелей много, друзей. Да, смотри. Все, окей. Да, дорогой, я же не сел на тебя. Ты что не идешь? Айда. Пошли. Айда. Они еще бывают непослушные даже, да, Ли? Конечно. Бывают? Они проверяют ваш характер. Ух ты, то есть я должен его победить. Да, а как же? Иначе он меня... Ты хозяин, иначе он тебя сейчас или скинет, или куда-нибудь там. Ну, ничего. Заведет так, что потом не выйдешь. Ну вот очки мои он уже скинул. Ну что ты как ослик? Ну идем. Этот бай гордился и радовался своим жеребцом. И когда он был в табуне, пастухи были спокойны. Он сам пас свой табун. Он пас свой табун. Все было спокойно. Но как-то раз получилось так, что вот как раз осень, первый снег. Что-то случилось? Иван, просочился. Ой. Лиль, ну я смотрю, он уже так более-менее управляет, да? Лошадь-то Да, вроде да. стала его нести. Вот доказательство того, что характер показывает. Ага. Всадник должен показать, что он все-таки должен управлять, Так. силу показать. Иначе лошадь тебя не поведет тебя. Хорошо, выпал первый снег. Выпал первый снег. Табун спокойно ходит, и тут волки. Напали волки. Тут, значит, жеребец этот рыжий кругом ходит, защищает. Но волки умудрились кобылу с жеребенком отделить от основного табуна и увести. Жеребчик, значит, пошел защищать. И, получается, отбивался от этих волков. Нога попала в трещину. И, к сожалению, волки его сожрали. После всего этого этот бай не выдержал и сам умер. Вот настолько... Потерю своего коня. Да, это привязанность лошади и, Да. Да. хозяина получается. Ну Во-первых, что ты, хочешь поесть? Голодный, что ли? Тебя не кормили, что ли, а? Как его зовут, этого? Орлик? это Алаша. Алаша. Алаша это... Обжора ты, Алаша. Обжора, убор. Айда, пойдем, мой Как хороший. будто его Айда. не кормили, как будто он не Ага. пасется в зеленых лугах. Интересная легенда. О, наши-то вон, смотри, затоптались тут, смотрят. Да, любуется нашими Любуются? красотами. Ну что, окей? Все нормально? Да, все нормально. Понравилось? Понравились, а мне нравится. Рустам, который час? Время 2 часа, осталось не очень много времени, поэтому мы уже направляемся налево, в хребет Ботло. Ботло. Лиля, а мы с тобой куда уходим? Мы уходим направо. А, им налево, нам направо. Мы направо. Мы куда идем? На сторону горы Булгаир. Булгаир? Да. Ну что, ребята, окей? Счастливого пути. Пойдем, айда, дорогой, айда, чао. На конном маршруте, на нашей тропе, можно увидеть все растения, которые обитают в национальном парке. И лесные, и луговые, и целебные, и редкие виды. Растения использовались всякие разные. Вот, допустим, первоцвет от кашля, купена от желудочно-кишечных заболеваний. И еще растет вот борец высокий, который тоже использовали. И не только в лечении. Так. Использовали его как сильнейший яд. Вот, кстати, это и растение и растет, есть. Вот это Давай вот? покажу. Что лечит? Ну, это сильнейшие алкалоиды, там есть яды. Они всегда востребованы в фармакологии. А раньше из его корней делали яд. Яд. Ага. Когда башкиры шли на врага, Так. готовили яд из этого растения. Ага. Из корней именно, Из да? корней. Ну, желательно из корней. Хотя все растения ядовитые. Ты будь осторожен. И листья, и цветы ядовитые. Поэтому он как-то на вид мягенький, хорошенький. А яд как использовали вот наши предки башкиры? Отвар готовили, обмакивали стрелы в этом отваре. И, естественно, даже если маленькая рана, враг погибал. То есть, друзья,
Мы же можем сказать нашим зрителям, чтобы они не делали то, что я сейчас вот стою и делаю, Нельзя, да? Чтобы... ни в коем случае. Если ты трогаешь это растение, обязательно руки хорошо помыть с мылом, водой. Да. Вот, друзья, запоминайте еще раз. Как называется? Борец высокий. Борец высокий. Ни с кем не перепутаете, не трогайте его и обходите подальше. Яд страшный, даже убивал врагов. Да. Башкиры использовали пещеры, какие-то скалы, когда враг нападал, как потайные места, где могли сохранить провизию, оружие. Так. Есть у нас такая пещера, да. Так, идем, хороший, идем. Вот, идем, молодец. Ага. До сих пор существует легенда, что пещера Ахмасет использовалась именно в целях сохранения своих богатств. Башкиры с калмыками очень сильно воевали. И калмыки старались напасть, украсть скот, женщин. Башкиры противостояли. Они не пускали свои леса, не пускали свои горы. А сейчас покажу то место, где как раз можно увидеть, происходило сражение именно со стрелами. Вот этими ядовитыми. Отравленными. Да, отравленными стрелами. Булат, смотри, вот гора, за спиной гора. И вот в этом как раз месте происходили сражения. То есть ты хочешь сказать, что именно здесь проходили те ожесточенные бои между башкирами, которые защищали от завоевателей свои земли, да? Да. И вот эти вот караваны, обозы, войска калмыков, казахов, да, которые шли завоевывать, скажем, прямо наши земли, да? Да. А что здесь были раскопки? Да. Раскопки всегда находили тут и наконечники, и какие-то стрелы. Копья находили. Наверное, стрелы-то были как раз вот с тем ядом, которое растение ты говорил. Как называлось? Борец высокий. Борец высокий, да? Возможно, да. Интересно. Возможно. Интересно. Смотрите, действительно, вот, друзья, между этой горой и вот позади нас расстояние буквально метров, наверное, 300-400. Друзья, сами посмотрите пока это поле, пофантазируйте, как примерно здесь проходили бои и как здесь были сложены тысячи и тысячи голов как наших, так и завоевателей. На туристическом маршруте Таллы, который организовывает турфирма «Юлбарс», и Национальный парк Башкирия, у нас есть еще интереснейший объект. Это пещера Ахмасет. А почему называется Ахмасет? Посмотри, Белая Булат. мечеть, да? Белая мечеть Ахмасет. Посмотри, какие известняки хорошие. Когда белые. Белые. Да. А когда еще они вымываются, отламывается порода, получается белоснежная, вот это вот открывается скальное обнажение. Вот смотрите, друзья, буква У английская. Копыта. Да. Это не копыта коня Акбузата здесь. Может быть, да? Может быть, и эта версия может быть. Да, конечно. Ага. Эта пещера почиталась народом. Здесь сюда приходили молиться, сюда приходили попросить прощения Аллаха Тааляна, как у нас говорят, и просили здоровое поколение. Ага. Да. Просили Аллаха, чтобы он принес богатый урожай, здоровых детей, да? Мирное небо, видим, мир без войны, да, без войн войны, всяких. чтобы эти калмыки, казахи сюда не приходили. А, кстати, слушай, я слышал какую-то легенду про белых и про красных.
Или Да. это быль, когда вот войска проходили? Ну, Что за золото? бытует такое мнение, действительно, что когда белые грабили, собирали у народа, у башкир какие-либо там пожитки, может даже богатство, может что-то из золота было, и они, проходя мимо, останавливались где-то в этих краях, в этих есть местах. Белогвардейское войско проходило здесь. Да, с обозом. Так. Но потом на выходе из гор они были без обоза. То есть обоз где-то был запрятан. Как будто обоз был запрятан Золотом, здесь. серебром. Ну, чем-то, да. Чем-то драгоценным, чем-то вот необходимым, который вот для себя Слушай, спрятан. это вот не поиски черных копателей, которые пытаются даже здесь покопать. Нет, это не черные копатели, это животные. Я предполагаю, Животные? что Барсук, лиса? или барсук, или лиса. еще Вот копал. они подрыли, что-то искали для себя корм. Я думаю, интерес и любопытство человека народа не уймешь, не остановишь. И получается, здесь находили мы лопаты. Лилия Султангареева, заместитель директора Национального парка Башкирия по научной работе. Но до сих пор они не найдены. Нет, конечно. Я думаю, вряд ли, что здесь что-либо найдется дальше. Да. Хорошо. Пещера красивая, пещера интересная, тем более, что она связана с нашим народом, который здесь жил, живет и будет жить, да? Конечно. А Да. как? Вот на этой пещере у нас завершается маршрут наш туристический. Это один из таких красивейших объектов, будем считать. А дальше мы должны идти на лошадях к себе на базу. Ну вот, друзья, мы с вами сегодня прошли по туристическому маршруту, который организовывает турфирма «Юлбарс» совместно с Национальным парком Башкирия. Интересный, я думаю, маршрут. Я очень хочу, я уверен, Лиль, что наши друзья-телезрители пойдут по этому маршруту, тем более, что вы... Несложный маршрут. Да, несложный, однодневный, Да. тем более, что вы предлагаете им какие-то комфортные условия, прекрасных, спокойных лошадей. Да. Да. Мы сейчас вернемся на туристическую базу «Юлбарс» и посмотрим, как встречать теперь уже уставших, но счастливых туристов типа меня, хозяин базы Марс Хабибулович Юлбарисов. Поехали? Поехали. Марс, слушай, дико устал, но потрясающий интересный маршрут для меня. Догнали? Догнал. Австрийцев, немцев догнал. Более того, слушай, я не умел ездить на лошади. Тоже поучился с ними. И ничего. Хорошо, вот мы приехали. Туристы мы. Да. Приехали. Усталые, грязные, в пыли. Что предлагаешь? Булат, баня уже готова. Веники запарены. Попарился. Сходил в душ. Ожил? Ожил. Вот и ужин готов. Ага. Садишься за стол. Ужинаешь. Но блюдо, скажу я вам, друзья, у Марса ум отъешь. Поел, поспал, завтра утром На следующий маршрут. На катерах по Ямагульского водохранилища. О, это На вот рыбалку. плотина. Шикарно, шикарно. Приеду ведь, Марс. А еще можно съездить на Мурадымовское ущелье. Тоже рядом. Ну, я так понимаю, что у Марса много этих маршрутов. И один интереснее другого, да? Давайте мы сделаем так, друзья. Сегодня отдохнем, а в следующий приезд я вам еще раз покажу другой маршрут уже Марса. Спасибо, спасибо. До встречи. Друзья, путешествуйте. Дорогу осилит идущий, тем более с такими друзьями. Проведи незабываемый отдых на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными.